Привет, ребята! Готовы к покорению космоса, освоению новых высот? В этом выпуске будет не менее интересно. Меня зовут Никита, и я просто фанат авиационных технологий, фантастических фильмов и, конечно же, полетов в космос. Когда-нибудь я там побываю, а сейчас я активно готовлюсь, прокачиваю свои знания. Крылья — это передача о космосе, авиации и тех людях, которые летают выше облаков. Инженерные термины станут проще, самолеты понятнее, а вселенная ближе. Мы увидим разработки будущего, побываем в самых засекреченных местах и пообщаемся с легендами авиакосмической отрасли. На крыльях науки в галактику неизведанного. Представляете, у нас в республике есть завод, который создает вертолеты. Да, полностью. И находится он в городе Кумертау. И нашему корреспонденту передачи «Крылья» посчастливилось там побывать и лично убедиться, как из различных винтиков, болтиков и железочек собираются эти летающие машины. За мной вы можете увидеть легендарнейший вертолет К-26. Именно с него началась история этого завода. Кумертауское авиационное производственное предприятие холдинга «Вертолеты России» основано в 1962 году. Здесь выпускают вертолеты, разработанные конструкторским бюро КАМов, поэтому они имеют название К, например, К-27, К-29, ну или К-31. Винтокрылые машины этого типа обладают уникальными техническими характеристиками и применяются военно-морскими силами многих стран. Помимо военных, предприятие выпускает и гражданские вертолеты, например, К-32, ну и К-226Т. Все они эксплуатируются в более чем 30 странах, участвуя в специальных операциях по всему миру. Мы в цеху номер 9. Из металлических заготовок здесь, вот на таких вот больших станках ЧПУ, производятся детали вертолетов. Каждый такой станок — это сверхумная, сверхточная машина. В него загружают заготовку, задают параметры и через какое-то время получают готовую деталь, которая точна до миллиметра. За всем процессом следит оператор. Степень автоматизации высокая, процент брака низкий. Это участок обрабатывающих центров. Здесь мы производим обработку деталей. Мы изготавливаем непосредственно детали на колонку. Производится механическая обработка методом фрезерования или токарной обработкой. Происходит обработка на этих станках. В последующем деталь у нас проходит слесарную обработку и остальные финальные этапы. После чего она поступает на сборку и собирает агрегаты. Непосредственно куда применяется эта деталь, получается, непосредственно этот агрегат и собирается. Станки высокоточные. Здесь обработка деталей происходит точнее, точность она в авиации она всегда нужна. А особенно в таком серьезном агрегате, как колонка несущих винтов. А здесь всегда так шумно? В принципе, да, всегда шумно. Потому что станки работают. Аббревиатура ЧПУ означает числовое программное управление. Эти станки — та область техники, где для производственного процесса применяются цифровые вычислительные устройства, ну или в простонародье компьютеры. На данный момент происходит сверление отверстия для дальнейшего растачивания. Используются средства охлаждающей жидкости для того, чтобы был наименьший износ на пластину либо инструмент для сохранения и дальнейших больше деталей производства. На каждый металл, из которого мы делаем детали, соответственно, соответствующие режимы выбираются. Вот из этой вот металлической заготовки поэтапно производятся данные полуфабрикаты, так скажем, а это уже конечный результат работы. Вертолет относительно молодое изобретение. Это детище 20 века. Фишка винтокрылых машин Кумертауского завода — соосная схема. Что это такое? Сейчас я вам объясню. Нужно подчеркнуть, что вертолеты с такой схемой винтов не особо распространены. Наиболее часто встречаются в мировом и отечественном вертолетостроении схема с одним несущим винтом и открытым рулевым винтом. А преимущество соосной схемы винтов в том, что такой вертолет становится более приспособленным к выполнению различных задач. В отличие от классической одновинтовой схемы, реализовать на практике соосную схему сложнее. Эксперты называют ее одним из самых выдающихся достижений отечественного вертолетостроения. Это корпус осевого шарнира. Мы видели его процесс изготовления ранее на станке у Евгения.
Главной составляющей вертолета является несущий винт. Он состоит из втулки и лопастей. Чтобы понять, за счет чего вертолет летает, нужно понять, из чего делают лопасти вертолета, ведь именно они создают подъемную силу. Лопасти подвергаются воздействию инерции и аэродинамических сил. Также они могут поворачиваться, чтобы вертолет был управляем при подъеме. Задач у них бывает очень много. По сути, есть готовая лопасть. Вы не могли бы, так сказать, в деталях уже показать, что здесь, собственно? Ну, вот это основной силовой элемент лонжерон. Печется в пресс-форме. Из пропитанного ткани и угля. Получается, путем создания внутри давления в пресс-форме прижимается материал, и получается по форме соответствующей пресс-форме. Лопасти устроены и работают вовсе не так, как крылья у самолета. Главное различие в том, что на вертолетные лопасти воздействуют не постоянные, а переменные нагрузки. Именно поэтому к материалу выдвигают особые требования. Он должен быть очень прочным. Не нужно хорошо разбираться в физике, чтобы понять, что железо не подойдет. Хвостовая секция. У нас поступает бумага белая такая, пропитывает связующим. Там в пропитке вы не видели, вертикальная пропиточная машина очень большая. Потом автомат есть для склейки сотопакетов. Делаются пакеты прямоугольные. А потом вырезается по контуру хвостовой секции рыбка, как мы называем. Приклеивается на пленочный клей к двум обшивкам стеклоуглепластиковым. Получается легкая даже Ничего можно потрогать, да? Можно, конечно. Даже на них наступали и ничего. Они прочные. То есть, по сути, это как бы, технически бумага. Бумажные соты, да. А это цех окончательной сборки. Здесь все произведенные ранее детали собираются воедино в готовый вертолет. А вот этого красавчика вы уже видели на авиасалоне МАК 2021. Это многоцелевой вертолет К-32. Он останется у нас в республике и будет работать на благо спасателей. Вертолет в зависимости от конфигурации состоит примерно из 40 тысяч деталей. Только с заклепок и болтов на один летательный аппарат уходит около 2500. Чтобы собрать систему электроснабжения, требуется более сотни километров проводов. Они объединяются в жгуты, которых может быть до 250. Из агрегатного цеха номер 21 закатывается фюзеляж, планер, если проще так. Планер. Да, фюзеляж это с агрегатами, уже рули, кили, навеска. И вот здесь уже происходит сборка гидрогазовых систем, значит, система запуска, синхронизация и так далее. В первую очередь монтируется система управления, это узлы, агрегаты. Цех окончательной сборки еще не финишная прямая. Вертолеты проходят многоступенчатый контроль на каждом этапе. Чтобы протестировать вертолет на герметичность, его несколько раз помещают под дождевальную установку. После того, как на него установили двигатель, аппарат отправляется на летно-испытательную станцию, или, как здесь говорят, ЛИС. По сути, это самое последнее звено в производственной цепи. Здесь на вертолет навешивают лопасти, а затем прогоняют. Все его системы производят наземную обработку двигателя. Именно на ЛИСе машина совершает первые движения в пространстве, получает бортовой номер и формуляр. Это летно-испытательная станция нашего завода, где производятся летные испытания вертолетов по профилям, облетываем и сдаем потом заказчику. Также заказчики потом облетывают после наших. За мной стоит вертолет К-27. Вы могли бы поподробнее рассказать вообще, что это такое? Это поисково-спасательный вертолет, который выполняет работу по поиску, спасению. А можно будет в кабину посмотреть, пощупать, так сказать? Да, конечно, да? Пожалуйста. Угу. У меня сразу вопрос. Все, наверное, привыкли то, что в самолетах, в машинах, естественно, рули, а тут такая какой-то рычажок. Да, здесь это продольно-поперечное управление. То есть вдоль, поперек управление осуществляется. Это общий шаг. Это вверх-вниз вертолет. И вот педали. Это путевое управление. Это направление, вправо-влево. То есть вот летчик всегда должен вот этими всеми всегда манипулировать и следить за приборами. Что труднее, на самолете управлять или на вертолете? На вертолете сложнее, конечно.
Методику испытаний разрабатывает летно-экспериментальная группа. Она состоит из инженеров, которые составляют программу полетов, например, на дальность или расход топлива. В настоящее время Кумертауское авиационное производственное предприятие холдинга «Вертолеты России» выпускают вертолеты гражданского и военного назначения. В Башкортостане проживают самые настоящие звезды авиационно-космической сферы. Их знают студенты специализированных вузов, летчики, инженеры-конструкторы. Но мне кажется, их должны знать все, ведь они впереди планеты всей по технической части. В 9 классе я начал летать, еще учась в школе, на планере. Потом поступил в училище. Ну, а потом покатилось. После окончания училища по распределению попал в авиационный полк космодром Байконур. Это было аж в 1962 году. Счастлив, что мне быть сопричастным к нашему космосу. Пролетал я 34 года. Ушел не списанный по возрасту. Цель полка была обеспечение испытательных работ, относящихся непосредственно к космосу, к войскам стратегического назначения. Встречаться с космонавтами приходилось, ну, конечно, не так вот, как в кафе пришел, сел и посидел с ними, на некотором отдалении. Но с некоторыми приходилось встречаться лично. Люди уникальные, свою душу, свое тело отдали полностью на благо освоения космоса. Наша была задача – это инструментальное отслеживание, начиная от запуска, кончая приземлением, если это я говорю про космонавтов, отлов их, когда они входили из глубинного космоса, из ближнего, из дальнего. Космодром представляет из себя маленькую площадь, 150 на 150 километров всего лишь. От плюс 40 до минус 30 температура. В общем, там служить приходилось довольно интересно. То глаза вот так прищуриваешь, потому что песком заметает. Наша была задача – это приземляться на место приземления предполагаемого. Вообще сам центр приземления рассчитан в районе Джасказгана. Ну, плюс-минус там несколько километров, может, 20-30. Но вначале ведь, вы все знаете, получилось так, что Гагарина пытались поймать в Джасказгане, он приземлился под Саратовом. Леонова тоже пытались приземлить в районе Джасказгана. Он приземлился в тайгу в Перми. Вот наша задача была, значит, найти, оказать помощь. Юноши и девушки, школьники, студенты, которые только будут вступать в свою жизнь. Значит, я призываю всех вас, во-первых, пойти в авиацию. Если поставил цель, позволяет здоровье, и не быть круглым двоечником, то цель свою осуществить всегда. Авиация никогда не исчезнет только потому, что она была создана ради авиации. На сегодняшний день уже 72 страны ведут космические программы, но только 14 из них имеют возможность запускать на околоземную орбиту свои объекты. Серьезные разработки же в этом направлении есть только у 6 государств, которые способны как отправлять в космос, так и возвращать на Землю людей, эксплуатировать космические корабли. Кстати, о кораблях. А вы знали, что один из космических двигателей – это дело рук наших земляков? Еще один легендарный двигатель, называется он РД-107. Это жидкостный ракетный двигатель, создан для межконтинентальной баллистической ракеты «Союз». Они создавались для Союза, они крепились на
блок первой ступени справа. Каждая связка состоит из 4 камер сгорания. Они установлены вот по периметру корпуса первой ступени. И 5-я связка, она в центре. То есть получается в сумме 5 таких вот связок из 4 камер сгорания. На старте работает 20 камер сгорания, создающих вот гигантскую тягу, которая, собственно говоря, и разгоняет огромную ракету-носитель «Союз». Конструктором был Глушко. Масса составляла 1300 килограмм, высота 2665, а диаметр 1850 миллиметров. И сегодня, спустя уже можно вот прикинуть, сколько лет этот двигатель работает верой и правдой не только для отечественной космонавтики, но и для мировой космонавтики, потому что мы знаем, что долгие годы все космонавты на МКС попадали благодаря только нашим космическим кораблям «Союз» разных модификаций, когда американская программа «Шаттл» была закрыта, а корабли нового поколения у них еще не появились. Двигатель, ну, понятно, что он развернут соплами вверх, его рабочее положение это на 180 градусов, его надо мысленно развернуть. Имеет очень сложную систему. Внизу мы видим вот то, что расположено в нижней части. Это турбонасосные агрегаты, которые обеспечивают подачу топлива и окислителя в нужной пропорции, в нужном соотношении в камеру сгорания, где они соединяются, воспламеняются, проходят через сложное реактивное сопло. Вот эта форма называется сопло Лаваля. Сначала сужающееся, потом расширяющееся и создают огромную тягу. Компоненты топлива-окислителя здесь считаются экологически чистыми. То есть это топливо керосин и окислитель, криогенное вещество, сжиженный кислород. Поэтому этот двигатель вот и в этом плане очень хорошо отвечает требованиям с точки зрения экологичности. Между внешними и внутренними стенками есть пространство. И вот по этому пространству прокачивается, значит, компонент топлива-окислителя, который и с одной стороны охлаждает стенку трубы, и с другой стороны происходит нагрев топлива. Это до сих пор действующий двигатель, он используется для всех типов ракеты «Союз». Вот так устроен этот легендарный двигатель РД-107. Проект «Крылья» на аэродроме Забельский. Расположен он в поселке 8 марта. Использовался как аэродром малой авиации, база для прыжков с парашютом. Но сейчас находится в аварийном состоянии и больше напоминает музей. В стенах этого аэроклуба в годы Великой Отечественной войны были воспитаны 14 героев Советского Союза. Ни в одном аэроклубе Советского Союза столько героев не было. И при этом один был удостоен этого звания дважды. Это Муса Гайсинович Гареев, которому в будущем году будет 100 лет. Поле-аэродром имеет внушительные размеры, 1000 на 1500 метров. Ограничен дачным поселком с одной стороны и дорогой с другой. Взлетно-посадочная полоса грунтовая. В связи с ограничениями грунтовой полосы полеты и прыжки с парашютом могут проводиться не круглый год. Аэродром способен принимать самолеты Ан-2, Як-52, вертолеты К-26, Ми-8, сверхлегкую авиацию и планеры всех модификаций. Иногда сюда приезжают кадеты. Это самолет «Птенец», это самолет сверхлегкой авиации. Я как раз-таки на таком летал. Можем пройти вовнутрь, посмотреть, что внутри. Здесь нету ничего особенного для летчиков, однако для обычных людей здесь покажется салон достаточно удивительным по сравнению с остальным транспортом. Здесь есть также и педали, здесь есть также и рычаг, однако педали служат для самого поворота самолета непосредственно в воздухе и непосредственно на земле, когда мы будем совершать либо посадку, либо, соответственно, взлет. Когда я сел в первый раз в салон самолета, я очень сильно волновался. Но инструктор говорил мне то, что здесь нету никаких волнений, все летчики с этим первый раз сталкиваются. И вот мы когда взлетели, мы набираем высоту, и мы летим, и я понимаю то, что на самом деле управлять таким транспортным средством, как самолет, это большая ответственность. Однако я не пожалел о том, что хочу стать летчиком, потому что летать на самолете это очень интересно и очень, прежде всего, увлекательно. Не каждому это дело посягаемо, однако, если есть желание, то можно достичь всего. В ангаре, который стоит здесь с 30-х годов прошлого века, солидная коллекция летательных аппаратов.
Это достаточно древний самолет, который может послужить в сельскохозяйственных работах. Также его можно использовать для летной практики кадетов-курсантов. Максимальная высота подъема 4000 метров. Он может пролететь на дальность 500 километров, вмещает 4 человека. Я учусь на 4-м курсе и прошел достаточно большую летную практику. Я летал на нескольких видах самолетов сверхлегкой авиации. Это такие как Бекас, Саванна, Цесна. Больше всего мне понравилось летать на самолете легкой авиации Цесна, 4-местный. Мне понравилась его авиационная гарнитура. Все приборы были достаточно многогранные. Так как над Уфой проходят крупные магистральные воздушные трассы, полеты рядом с городом затруднены. Забельский имеет свой сегмент воздушного пространства, ограниченный с юга районом Затон, с севера излученной реки около промзоны Уфы и правым берегом реки Белой с востока. После окончания первого курса или во время учебы на первом курсе, на втором курсе у нас кадеты прыгают с парашютом. После 10 класса проходит летная практика. Раньше летная практика у нас проходила вот здесь, в нашем аэроклубе. Потом несколько лет мы летали в аэроклубе города Кургана. К сожалению, с 2011 года мы уже здесь летать не можем, летаем на аэродроме Первушино. Поэтому очень хотелось бы, чтобы и аэродром, который у нас находится здесь, на Забельском, чтобы тоже начал функционировать. Аэродром управляется Центральным аэроклубом Республики Башкортостан имени Мусы Гареева. Основан он еще в 1933 году. Во время Великой Отечественной войны аэроклуб оказал значительную роль в подготовке пилотов и десантников. В связи с расширением Уфы аэродром Забельский оказался фактически в черте города, что кажется не совсем логичным, но почти век назад по соседству были поля. На сегодняшний день прямо до аэродрома ходит общественный транспорт. Поселок 8 марта, рядом с которым расположен аэродром, быстро застраивается коттеджами. Вот уже 11 лет этот аэроклуб он существует на бумаге. Я бы хотел сказать, что сейчас очень большая проблема в том, что на всю республику единственный аэроклуб, где можно выполнять прыжки, это город Октябрьский. В свое время здесь было 5 или 6 аэроклубов, которые работали в полную силу, но сейчас они закрыты. И это вот единственная точка. И обидно то, что рекорды установлены башкирскими спортсменами на территории Татарстана, в мощнейшем клубе Мензелинска, который сейчас тоже закрыт. В 2010 году у аэроклуба возникли проблемы с арендой земли. Он оказался на грани закрытия. Планировался перенос аэродрома на север города, в поселок Ватикеево. Однако затем была выделена площадка рядом с деревней Первушино в Куштаренковском районе. Малая авиация перебазировалась на новый аэродром, а аэроклуб остался решать проблемы, связанные с острой нехваткой финансирования. В 2018 году конфликт был исчерпан. Решением арбитражного суда земля аэродрома Забельский возвращена в федеральную собственность и передана в долгосрочную аренду до 2067 года Уфимскому аэроклубу. Проблемы, естественно, они не бывают разделены, они все одним клубком. 3 основные – это финансы, это пробелы в законодательстве и кадры. Вот любой вопрос, мы сейчас пытаемся запустить авиационную деятельность, то есть 3 года уже бьемся, элементарные вопросы мы решаем годами, потому что огромное количество формальных признаков, до которых до чиновника доходит, он говорит: извините, если запятой не хватает, до свидания. И все по новой. Вот это основной клубок проблем малой авиации, которые действительно они являются серьезными, потому что она буксует из-за этого и не развивается, и чахнет. Поэтому хотелось бы, чтобы действительно в рамках нас проекта все повернулись лицом и помогли нам. В ближайшее время в России закроют более 40 аэродромов малой авиации. Дело в том, что многие на сегодняшний день находятся в аварийном состоянии. Правительство ужесточает меры транспортной безопасности. В частности, эти требования предъявляются к посадочным площадкам. К летательным аппаратам всегда были строгие требования. Если самолет или вертолет выработал свой ресурс двигателя, в воздух его не пустят, даже если он собрался лететь на ремонт. Информации о закрытии Забельского нет, но сказать, что он может функционировать должным образом, тоже нельзя. Для того, чтобы летать на самолете, нужно много чего знать. Даже к выбору летной экипировки нужно подходить с умом. Иногда правильно подобранный костюм может спасти жизнь. Да, в воздухе все глобально. Сегодня мы разбираем, что такое ГШ. Вот он у нас в руках. Одевается он с помощью вот такого устройства, воротника.
по которому происходит герметизация. Специальное кольцо вставляется своими пазами в гермошлем. Вставляем. Все, гермошлем дальше затягивается специальным зажимом. На большой высоте, чтобы шло питание воздухом или кислородом через вот этот шланг, стекление должно быть опущено и притянуто вот таким вот образом. По резиновому уплотнителю здесь проходит уплотнение. Все, молодой человек готов к работе в стратосфере или даже в космосе. Устройство гермошлема у космонавтов точно такое же. Значит, если есть яркое солнце и оно мешает работе, то имеется светофильтр, который опускается и позволяет работать даже в условиях яркого солнца. Вот таким образом регулируется установка светофильтра. Если летчик приземлился и надо ему уже открыть остекление, вот это делается таким образом. Все, полет завершен. Так много слов и понятий стало нам ближе. Вся эта аэрокосмическая сфера — это настоящий космос, она такая же бескрайняя. Крылья есть, летим навстречу неизведанному. Пока.